основатель и руководитель российской научно-производственной компании «Фаберлик». Эту неделю мы занимались тем, что переводили часть наших производственных мощностей на производство санитарайзера для рук, такое очищающее средство. И со следующей недели начинаем выпуск 1,5 миллиона тюбиков в неделю и готовы выпускать его столько времени, сколько понадобится. Первую партию отдаем оперативному штабу по борьбе с коронавирусом безвозмездно. С чем мы столкнулись? С тем, что в обычном порядке регистрация, сертификация этого средства занимает от 3 до 6 месяцев в Роспотребнадзоре. Благодаря помощи вашей администрации мы этот срок сократили, я надеюсь, до 2 недель. И дело не в том, что Роспотребнадзор не хочет это делать, а у них есть тоже нормативная база, на которой все отклоняться, понятно, что... И очень надеюсь, что мы к 6 апреля начнем их уже, только производительные, пустим в обороты, дадим штабу. Отсюда у меня 2 предложения. Такое первое. Мы видим, что ситуация обычная и ситуация чрезвычайная ситуация, они разные, требуют разной скорости реагирования. В некоторых странах, там, в Штатах с 20 марта, в Германии с 24 марта ввели упрощенный порядок, такой либерализовали процесс. Ты подаешь документы и одновременно уже можешь пускать в оборот эти продукты. Наверное, такое время требует чуть других решений. И второе предложение уже более общее. Может быть, нам в целом системно стоит посмотреть и сделать не разрешительный порядок сертификации, а, например, уведомительный или заявительный. В этой ситуации, которая сейчас с коронавирусом, все люди показывают, кто что стоит, и компании, и предприниматели, и государственные службы. И мы видим, что предприниматели, они делают ставку своими компаниями, своим делом, своей репутацией. Я очень надеюсь, что нет людей, которые хотят что-то вредное делать. И проверка, она всем проверка. Помните, сколько людей у нас отравилось спиртом? Конечно. Техническим. Конечно, мы все это знаем, да. Поэтому к этим вопросам нужно подходить очень аккуратно. Но то, что точно нужно сделать, это ускорить, упростить и ускорить решение вопросов подобного рода, для того, чтобы нужный сегодня товар доходил как можно быстрее до потребителей, не только для штаба, а для граждан страны, для медицинских учреждений там, и так далее. Это точно совершенно надо сделать, и мы постараемся это реализовать. Вы правы абсолютно, но контроль все-таки должен быть. Просто заявительные принципы на такие вещи, он, на мой взгляд, немножко опасен. Заявительный совсем. Надо понять, на что. На некоторые продукты, наверное, можно и заявить. Средства, да, на некоторые продукты там очень простые формулы. Да, можно заявить. Много лет известные. Очень хочется, чтобы страна, конечно, вышла из этой всей ситуации. Понятно. Они крайне востребованы. Вам спасибо за то, что вы так оперативно перестраиваете производство. Ну, и вообще, во-первых, это рынок сегодня, да, так требует. И думаю, что вам пойдет с экономической точки зрения на пользу. Но и то, что вы так оперативно реагируете, здорово. Давайте посмотрим то, что нужно без вот по заявительному принципу. Наверное, можно эти перейти. Но в любом случае нужно ускорить и упростить этот порядок. Владимир, мы там невыгоды ищем, потому что сейчас вот эти средства стоят там 20 миллилитров и 400 рублей, 600 рублей. Мы хотим выпустить там 50 миллилитров, это будет стоить там меньше 100 рублей. Я понимаю. Поэтому... От объема зависит цена. Я понимаю. Да, согласен? Да, согласен. Пожалуйста, сейчас я скажу.